Здравствуйте, это новости с Анжеликой Миржоевой. 23 февраля для ингушского народа – это не только День защитника Отечества, но и День памяти и скорби. В 1944 году сталинский режим пытался превратить 23 февраля для ингушей в день горя и поражения. Но, несмотря на все тяготы судьбы, оказавшись вдали от дома, в ссылке, ингуши не потеряли веру в себя и в торжество правды. Сегодня 23 февраля, смотрите в этом выпуске. Никто не забыт. На мемориале памяти и славы в Насыркорте прошел памятный митинг. С каждым годом их все меньше живых свидетелей тех событий. Депортация глазами очевидцев. «291-й полк артиллерийской бригады празднует День защитника Отечества и 40-летие со дня основания. На мемориале памяти и славы, что в Насыркорте, завершился памятный митинг, посвященный сразу двум датам – Дню защитника Отечества и депортации 1944 года. Ветераны Великой Отечественной, политические и общественные деятели, молодежь и жители Ингушетии приехали, чтобы почтить память всех, кого коснулись сталинские репрессии, а также вспомнить воинов-защитников Отечества. Арина Цычоева продолжит. На мемориале памяти и скорби перед глазами Тухана Муталиева разворачивается будто вся история ингушского народа. Дедушка внимательно рассматривает памятник последнему защитнику Брестской крепости Уматгирею Барханоеву и говорит, что испытывает гордость за свой народ, что сегодня для него, как и для многих ингушей, день и праздника, и скорби. Скорби по тем, кто не вернулся с войны и с депортацией. В то страшное утро 44-го ему исполнился всего год. Он был совсем маленький и ничего не понимал. И лишь потом узнал, что их с матерью отправили далеко от родного дома. Тяжело было. Увозили нас с матерью, 3 детей, которые были совсем несовершеннолетними. И мы не знали, за что нас высылают в далекую холодную Сибирь. И мы остались таким же мировым народом Кавказа. Не сломлен, наш народ возродился. И сейчас мы живем на своей родине. Магомед Нальгиев родился уже в Казахстане, но родители много рассказывали ему о родине. Ребенка вместе с остальными семьями он вернулся в Ингушетию, но помнит, что и там, вдали от дома, ингуши сохранили в сердце память о родных местах и традициях предков. Они хотели фактически нас стереть с лица земли, и истории нашей, традиции, чтобы уничтожить нас. Но мы выжили, и мы в данное время, хотя мы много народу потеряли, мы выстояли. Митинг на мемориале памяти и славы посвящен сразу 2 датам – и Дню защитника Отечества, и годовщине депортации. Ветераны Великой Отечественной, политические и общественные деятели, молодежь. Никто не остался в стороне. Все пришли, чтобы почтить память тех, кого коснулись сталинские репрессии, и вспомнить воинов, защитников Отечества. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров напомнил, как ингушскому народу пытались в 1944 году омрачить этот праздник, и как наш народ достойно прошел испытание изгнанием. Каждый народ депортировался, начало депортации был именно в день какого-то праздника. Кто-то 1 мая, кто-то 31 декабря, кто-то 8 марта. В этом была сущность сталинской политики по отношению к этим народам. И делалось это для того, чтобы люди веками не вспоминали про праздники, думали только о трауре. Сегодняшний наш ответ этому режиму, конечно, нет. Не религиозный деятель, не простой гражданин. Мы помним, смотрите, вот здесь с левой стороны, кто был в начале гражданской войны командиром партизанских отрядов, кто поднимал народ на борьбу с Деникиным. Посмотрите, вот они все наши священнослужители. Фамилии там написаны. Все должны об этом помнить, все должны знать, что защита Отечества – это священный долг. Поэтому мы все являемся с вами защитниками Отечества. Далее Юнусбек Евкуров вместе с почетными гостями возложили цветы к вечному огню.
Для чтения священной суры из Корана пригласили муфтия республики Исуха Джихамхоева. 70 лет победы и 71 год депортации. Одно небо и разные поколения. Михаил Курскиев пришел сегодня сюда со своими детьми, показывает им памятники и знакомит с историей своего народа. Подрастающее поколение ингушей должно знать своих героев и помнить о цене, которую предки заплатили за благополучие потомков. Сегодня 23 февраля, это день защитников нашего Отечества. И день и совпало с днем высылки нашего ингушского народа совместно. И вот я пришел сюда со своими детьми, чтобы им показать, чтобы они знали и помнили нашу историю нашего народа. Я им показал памятники Барханоеву, последнему защитнику Брестской крепости, чтобы они знали его и помнили, и чтобы они тоже были похожи на наших героев. В этом году День памяти и скорби отмечен яркой солнечной погодой. Будто сама природа напоминает о новом этапе в жизни и развитии Ингушетии. О том, что, вернувшись с фронтов и из ссылки, народ республики стал хозяином на своей земле. И, храня память о прошлом, ингуши уверенно смотрят в будущее. Лина Цичоева, Рахман Цуров, Новости 24.